Они были озлоблены тем, что многие датчане приняли ислам и приняли Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве пророка. Общеизвестным фактом является то, что ислам признан самой быстро развивающейся религией на земле. И нет ничего удивительного, поскольку это естественная для природы человека религия Аллаха, на основе которой Он создал человечество. Они были озлоблены. Ведь несмотря на жестокую кампанию, которая была развернута против мусульманских женщин, особенно в этой стране, наши женщины и девушки оставались стойкими и отвергли неправильное руководство, отклонение и развращенность. У них вызвало гнев, что в их странах носят хиджаб. Так Франция объявила войну против хиджаба. Разве они и их агенты не знали, что наши женщины являются потомками Хадиджи, Айши, Сумайи и Имара? И что наши женщины жертвуют своими душами за пророка, будучи даже впереди некоторых мужчин. Во время битвы при Ухуд, когда многобожники начали побеждать, а многие мусульмане спасались бегством, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с группой верующих доблестно противостоял им. Среди них была и слабая женщина. О мужчины! Женщина оставалась непоколебимой. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал относительно нее: «Куда бы я ни посмотрел, влево и вправо от себя, я видел ее, защищающую меня». Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к ней: «О Имара, скажи мне, чего ты желаешь?» На что она ответила: «Мы мечтаем о том, чтобы быть вместе с тобой в раю, о пророк. Мы мечтаем о том, чтобы быть вместе с тобой в раю, о посланник Аллаха». И он сказал: «Вы будете рядом со мной в раю». 16-летние юноши шли на битву при Бадре, дабы встретиться с Абу Джахлем. Когда выстроились линии, Абдуррахман ибн Ауф сказал: «Я был среди молодых юнцов, отчего чувствовал стеснение, поскольку хотел, чтобы мой тыл защищали мужчины. Но когда они говорили, я понял, что они были из числа храбрейших. Они спросили его: «О дядя, где Абу Джахль?» Он ответил им: «А что вы хотите от него?» Они сказали: «Мы слышали, что он оскорблял пророка, саллаллаху алейхи вассалям». Тогда он спросил: «Что вы сделаете, если встретитесь с ним?» Они ответили подобно истинным храбрецам: «Клянемся Аллахом, если мы встретим его, мы его не упустим. Клянемся Аллахом, не жить нам, если он спасется». И когда он убедился, что юноши искренне правдивы, то показал им Абу Джахля. Они бросились к нему подобно стрелам, мчащимся в ряды солдат, атаковали его и убили. После этого они вернулись к Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. И каждый из них радостно говорил: «Я убил врага Аллаха». А кто же ответит врагам Аллаха сегодня? Кто ответит им? Датская газета публиковала карикатуры, в которых лучший из потомков Адама был выставлен наихудшим образом. На одной из них пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был изображен в тюрбане в форме бомбы с зажженным фитилем. На другой в образе кочевника с ножом в окружении двух женщин. Его выставили в окружении полуголых женщин. Также имела место и карикатура, где он, стоя в облаках, говорит своим сподвижникам, что в раю закончились девственницы, которые должны встречать мучеников после смерти. Они превзошли себя в наглости, изобразили его в земном поклоне с собакой на спине. Даже его живот не остался невысмеянным. Его изобразили со вспоротым животом. И это не все. Они сделали больше. В день, когда мусульмане проявили возмущение всему этому, вместо того, чтобы устранить эти карикатуры и принести изменения, они объявили открытый конкурс на лучший рисунок. Они издеваются и насмехаются. А мы говорим о благородстве ислама. О умма Мухаммада! О умма Мухаммада! О умма лучшего из потомков Адама! Вашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, высмеивают. Почему вы бездействуете? Клянусь Аллахом, мы ничего не стоим, если спокойно принимаем все происходящее.
Умма, который не может защитить своего лидера, не заслуживает победы над врагом. Плачьте и молите Аллаха, чтобы Он не сделал наше потомство похожим на нас, ведь мы унижены и опозорены. Нам бы ходить по улицам с покрытыми, подобно женщинам, головами и слушать, как они смеются над нами из-за ненависти. Они заявляют, что демонстрируют свои мысли под предлогом свободы самовыражения. Но мы никогда не видели, чтобы они высмеивали евреев или индусов. С каких пор поклоняющиеся коровам стали храбрее нас? Где же наша любовь? Где ее настоящее проявление? Где главы мусульманских государств? Где щит уммы, состоящий из миллиардов людей? Некоторые из нас сильны в невежестве и трусливы в исламе. Они объявили войну и начали враждовать с нами, в частности в лице женщин. Их мерзкая королева, которая составила книгу на основе своего дневника, сказала: необходимо уничтожить ислам, а мусульмане в Дании подобны растущей раковой опухоли. Пусть Аллах искривит ее лицо. Однажды группа христиан собралась, чтобы встретить монгольского короля, который принял христианство. Один из христианских учеников начал высмеивать пророка. Поблизости была привязана охотничья собака. Собака начала громко лаять и с жестокостью скалиться на христианина, и им с трудом удалось убрать ее. Тогда один мужчина объяснил: такое поведение собаки – реакция на ваш разговор о Мухаммаде. На что христианин ответил: нет, это всего лишь нахальная собака, она просто подумала, что я хочу ударить ее. И он продолжил дальше высмеивать пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, яростно и оживленно. И вдруг, неожиданно для всех, собака сорвалась с цепи, бросилась на шею христианина и вонзилась в его горло. После этого 40 тысяч монголов приняли ислам. Собаки приходили в ярость. В ярость приходили собаки. А где же наш гнев? Деревья и растения стремятся к тебе, о любимица Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. А где же наше стремление? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил своим сподвижникам: я тоскую по своим братьям. На что они отвечали: разве мы не твои братья? А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: нет, вы мои последователи и сподвижники, а мои братья — это те, которые не видели меня, но поверили мне и последовали за мной.